Салем, дорогие друзья! Снимает Валерий Кудрясов, я Ренат Кыбрай. Мы находимся в городе Петропавловск. Этот район называется Копай. Сегодня здесь собрались местные жители, потому как они хотят рассказать о своей проблеме. Первая проблема заключается в том, что в прошлом году они получили уведомление о начале принудительного отчуждения земельных участков и недвижимого имущества. Вторая проблема заключается в том, что в связи с этими событиями у них часто внезапно стали происходить пожары. Если бы происходило 1-2 пожара, это бы было можно списать на, скажем так, на происшествие. Но 10 пожаров было за последние несколько недель, да? 10 пожаров. То есть это уже не случайность, это уже закономерность. И эти люди сегодня хотят выступить именно по поводу того, что они недовольны в первую очередь компенсациями, которые выдает им акимат города Петропавл. А второе, то, что в данный момент они продолжают здесь жить. Сколько здесь людей живет на сегодняшний день? Живут 200 человек. 200 человек, Ой, да? 200 домов. 200 домов, это по 3 человека, например, в доме, это 750 человек. Более 750 человек. Ваш район идет под принудительный снос. Да. Зачем? Что здесь хотят строить? Говорят, больницы, школы будут строить здесь. Садик. Садик будут, дома строить. Ну, вот таким темпом, наверное. Обещают, но никакого сноса еще нет. Да, но поджигают дома, уже 4, готовят, наверное. Ваши дома, как я понял, здесь насыпные. У кого насыпные, у кого там из бруса. Ну, шпальные дома есть. Этому жилью, в котором вы живете уже много лет, да, примерно? Есть старые дома, которые 50-60 лет. Ну, есть, которые по 70, по 80 лет. Ну, это уже насыпные. Ну, как вы сами увидели, когда приехали к вам, здесь полностью отсутствует дорожная, в том числе, например, инфраструктура. Мусор у вас, как вы уже рассказывали, за кадром не убирают, не вывозят, да? Да. Но вы продолжаете платить все-таки налоги. Да. То есть налоги, счета вам приходят? Ну, счета за воду, счета у нас за свет приходят, как положено, наверное. За мусор нет. За мусор не приходит, конечно. Ситуация такая вот, давайте сюда. Получается, в прошлом году к вам приехал акимат, да? В прошлом году нам направили уведомление о начале принудительного отчуждения. Ну, представители акимата были? Нет, его отправили по почте. По почте отправили, мы получили, и после чего вот нам Копай 356 пришло уведомление о начале принудительного отчуждения. То есть в течение года никаких действий не происходили, то есть согласительных процедур и так далее, там договоров на ознакомление, что и как будет происходить. Было что? Единственное, за этот год сгорело очень много домов, какие-то непонятные вот эта ситуация, вот эти поджоги. Вот я лично сам обеспокоен, так как живут в этом районе мои родители. И я так нахожусь здесь крайне редко, езжу по Казахстану, с работы, да, не могу я постоянно здесь быть. Вот, но я этим обеспокоен, так как еще и в летнее время мы привозим сюда детей, а пожары в основном в ночное время. Тогда как вот кто-то заметил. То есть эти пожары, вы считаете, они не случайно происходят? Непонятно, да. Практика показывает, что это не случайно. То есть где-то камыш ссылается на камыш, где-то забор у кого-то начинает. Мы получили справку с полиции. Мы получили справку с полиции, то есть вы предоставили нам, в котором написано то, что причина возгорания именно является поджог. Угу. Справку предоставлял не я, предоставлял мой сосед, так как у него дом сгорел полностью под... Так, что там написано, да? У кого справка еще раз? Сейчас справочку я попрошу. Дайте, пожалуйста, сюда в кадр. Давайте. Сгорел его дом просто на сегодняшний покажите день. Эту справку. Вот. Здесь написано, причина пожара поджог, вы сами можете убедиться, но, конечно, следует подчеркнуть, что предполагаемая причина, то есть следствие на данный момент еще ведется, то есть это не установленная причина, а предполагаемая причина пожара поджог. Возьмите, пожалуйста, ваши документы. Самое печальное в этой ситуации, что акимат города Петропавловск, Петропавловск это не какой-нибудь многомиллионный мегаполис, не могли, получается, прислать сюда своих людей.
работников акимата, которые бы разъяснили, во-первых, людям, какие у них права, что они должны, какую компенсацию они должны получить за свое жилье. Вам кто-то разъяснил, сколько денег вы должны получить за принудительный снос? Кто-нибудь сказали? Никто ничего не говорил. Ничего никто не говорил. Почему они находятся, эти люди, в неведении? Почему эти люди не получили всю информацию касательно того, что касается именно их жилья? То есть завтра эти люди могут оказаться, получается, на улице, и все на основании закона. Поэтому, разумеется, вам, как жителям этого района, необходимо сейчас уже в судебном порядке начать решать этот вопрос. Идти в акимат, создавать согласительную комиссию и что-то делать. Иначе вы просто так прождете до того момента, как вас просто будут принудительно выселять из вашего собственного, как бывшего жилья. Мы знаем, что такие ситуации уже происходили в городе Туркестан, это административный центр Туркестанской области, в городе Сатпаев, это в Улытауской области Казахстана. То есть такие ситуации по Казахстану происходят часто, и в итоге люди остаются с носом. Кто-нибудь хочет что-нибудь добавить? Да, я хочу добавить. Давайте, хорошо, скажите. Дело в том, что в прошлом году только первые, когда пришли извещения, и был разговор, это уже в июле месяце, что начинается снос и, значит, отчуждение земли, ну, домов этих в этой площади. А потом, значит, все остановилось. И неопределенность висела в течение июля-августа. В августе сказали, что все уже. Но еще кому-то, вот когда обещали улица Заводская и Ойзова, оттуда сносить будут люди, не покупали топливо, ждали, что их вот-вот-вот должны снести. Все, на этом остановилось. В этом году, в начале года уже, вот в январе уже начали вроде, ко мне лично приходили в конце января с акимата, что, значит, принесите второй раз документы, вы в прошлом году приносили. Извещение потом пришло, мы еще раз приходили. И неопределенность. Очень мало, это значит, вот там по новой, по крепостной начали сносить, им приходили оценщики. Вроде как был разговор, что оттуда начинается, ну, значит, январь-февраль, а к нам уже должны прийти где-то в марте. Я думала, что нас уже снесут где-то уже к июню месяцу, у нас уже, мы уже переедем в другое жилье. И вот эта неопределенность тоже не понять для чего и зачем это делается. Неопределенность, во-первых, будут сносить или не будут, нас конкретно уже говорили. Уже, да, будут, не будут. Вот. Люди сидят неопределенно, что это самое. И вот даже вот по эти пожары, так же самое, которые внезапно возникают, возле нас, ну, буквально где-то в районе до 12 еще не было никакого пожара, а в первом часу начался этот пожар, вот внезапность этих пожаров тоже. И в самом деле я вообще оптимист по натуре, никогда не думала, что это вот, ну тут все начинаешь думать, потому что вот эта вся подвешенность, неопределенность, и опять же наш район находится как центр города, здесь должна быть, ну, как я знаю, тоже еще земля дороже, чем, допустим, на окраинах. Нас и этот вопрос волнует, почему тоже вот все это не учитывается в совокупности, когда при оценке. Мы ждали, что оценщики придут, что уже оценивать будут наше жилье. Да, у нас большая часть насыпные дома, но вот мой дом, допустим, и там и уже много домов ближе к Ауэзово, новые шпальные, шпально-брусовые дома. Естественно, мы ждем большей оценки, но нам объясняют, что сейчас, значит, цены на строительные материалы поднялись, ну а наши-то дома, которые мы недавно построили, недавно их узаконили, мы тоже желаем за них хорошую оценку. У меня вот такой вот вопрос. Сейчас, вот в данный момент, все неопределенно. Да, сейчас, в данный момент, пока что у вас вся именно инфраструктура касательно, например, света, газа, да, воды. Газа нет. Нет, ничего у нас этого нет. Этого ничего у нас нет. У нас только электричество. И только электричество провели, вода, да? Газ у нас привозной, вода у нас флягами привозная, так же самое. Сами ездим. Куда ездите? Сами набираем. Ну, на колонки набираем, кому где ближе. То есть вам ничего не приезжает, да? Нет, даже скорая помощь не приезжает. Мы ходим на заправку, чтобы пригласить скорую помощь ночью. Вот я одна живу, не дай бог что-то случится, по номеру к нам не приедут, потому что у нас номера расположены хаотично. Вот вы сами видите. Но вы же находитесь в городе. Вы же находитесь, вы являетесь, вы прописаны в городе Петропавл, правильно? Да. А за скорой нужно выйти туда, встретить скорую помощь. Нет, ну вы представляете, да, такая ситуация на сегодняшний день, что люди являются жителями города Петропавл, и как бы к ним не приезжают социальные службы, к ним не приезжает скорая помощь, к ним не приезжает полиция, наверное, даже, да? Ну, полицию не знает, не приходилось. Ну хорошо, ситуация хорошо. В завершении хочу просто сказать о том, что сейчас вступает уже в силу
новые поправки в Конституцию, в которых ничего не меняется в плане того, что в Республике Казахстан существует понятие частная собственность. В Республике Казахстан народ является хозяином земли, недр и так далее. То есть эти люди являются владельцами этого жилья, которое является их частной собственностью, земельных участков, которые тоже им принадлежат под их домами и так далее. Поэтому я хочу, чтобы у вас все получилось отстоять свои права, но вы должны объединиться. У вас есть WhatsApp-группа, в которой состоит 160, да, человек, да, или сколько? Хорошо, боритесь за свои права. И ждем реакции со стороны местного акимата, и в том числе акимата, наверное, Северо-Казахстанской области, для того, чтобы не создавать здесь социальную напряженность, чтобы эти люди завтра не пошли митинговать, перекрывать дороги. Наверное, все-таки им нужно договориться с людьми и выдать им компенсацию, которая удовлетворит все стороны. И вы сможете купить себе на эти деньги достойное жилье, которое будет удовлетворять ваши потребности. И чтобы акимат мог переустроить этот район, в конце концов, если и правда они хотят построить здесь школы, больницы, то это замечательно будет для этого города. Поэтому, Рахметова, спасибо. Вам спасибо.